Меня зовут Ишмухамбетова Альфия, я дизайнер интерьера. И сегодня мы находимся на нашем реализованном объекте в жилом комплексе Акбулак-Ривьера в городе Астана. Квартира общей площадью 250 квадратных метров. Начиная каждый проект, мы знакомимся с клиентами, знакомимся с их мировоззрением, с их ценностями, образом жизни. Хозяева этого дома, они очень спокойные и гармоничные люди. Поэтому вот это пространство шло под эгидой гармонии. Первая задача от заказчика была сохранить пространство, воздух, атмосферу этого помещения. И самое главное, создать уют и комфортное гнездышко для большой, дружной, красивой семьи. Потому что этот дом очень гостеприимный, и он теплится именно на таких ценностях: семья, дружба, дети. Заходя в квартиру, на входной зоне апартаментов мы установили шпанированные закругленные панели вместе со скрытыми дверями. Это пространство плавно перетекает в гостиную. Здесь был монолитный несущий блок, который мы тоже облагородили шпанированными панелями, чуть увеличив, закруглили края. Большая гостиная вмещает в себя две зоны. Одна зона мягкая, где расположен очень уютный модульный диван, и вторая гостевая зона с большим вместительным столом, который тоже является арт-объектом. Стол от Арте Бротта, и он напоминает натуральную столешницу, как будто из древности к нам пришедшую. Также в этой комнате очень интересное освещение. Над столом у нас нарядные люстры, которые сверкают, а над диваном мы применили очень интересные люстры, и это олицетворение такой степной луны. В гостиной существует большая дверная перегородка, которая помимо своей красоты имеет функциональное значение. Через нее мы проходим в нашу парадную столовую. Из столовой у нас идет проход на кухню. Мы не можем ее назвать черновой, потому что она выполнена по всем канонам европейских стандартов и достаточно эстетично выглядит, но в то же время это кухня как раз-таки для готовки. Если мы пойдем в обратную сторону гостиной, мы попадаем в приватное пространство, но попадаем мы в него через очень красивую библиотеку, которая вместительная, эстетичная и является таким своеобразным порталом в приватную зону. Но до того, как мы видим библиотеку, у нас существует такая скрытая дверь, за которой прячется детская комната самого маленького члена семьи, младший сын. Он очень увлечен лего. Поэтому комнату сконструировали таким образом, что здесь есть как скрытый гардеробный шкаф, но в нем существуют отсеки для больших ящиков для лего, так и есть такой нарядный шкаф для книг и для, собственно говоря, его любимых поделок, лего и всяческих декоративных его игрушек. Через библиотеку мы попадаем в мастер-спальню, я бы сказала даже мастер-блок, потому что помещение состоит из нескольких комнат. Сама мастер-спальня, к ней прилегает небольшой кабинет. Также там есть очень вместительный и красивый гардероб. А мастер-санузел, он такой прямо получился многофункциональный. Помещение получилось немножечко вытянутым, и мы его разделили на несколько функциональных зон. Учли все пожелания заказчиков, чтобы там была и душевая кабина, и отдельно стоящая ванна, и вместительная раковина. В отделке мы применили сочетание широкоформатного керамогранита под травертин и фрески. И они так органично друг с другом подружились и вписались, и дали ощущение тоже какого-то такого будуара. Еще есть одна спальня. Это спальня для дочери. Тоже мы применили плавные линии в отделке стен. Там немножечко мы добавили цвета, он небесно-голубой, что дает очень много воздуха этой комнате. Ну и она достаточно такая уютная, приватная. Гостевой санузел, он отличается от общей квартиры, потому что там приглушенный свет и яркие акцентные стены. На входе мы имеем очень большую стену, за которой прячется у нас гардероб и гостевой санузел. В силу планировки мы сделали такое пространство, которое с первого взгляда незаметно.
И украсили его шпанированным панно от компании Arte, которая предоставила нам идею декор. И почему мы выбрали именно его? Но помимо натуральности материала, здесь рисунок природного ландшафта, который включает в себя горы, деревья, и это дает отсылку к предгорьям Алматы. Стройка – дело непростое, поэтому, конечно, не обошлось без каких-то сложностей. Но очень хорошо, что у нас слаженная работа команды была, и эта команда состоит не только из команды нашего дизайн-бюро, а еще это была коллаборация с салоном «Идея Декор» и мебельной фабрикой Didi Home. Все материалы, мебель и свет были заказаны в магазине «Идея Декор». И с их стороны была всегда своевременная подача, отдача 24/7, поддержка, потому что мы в этом объекте применяли несколько новинок европейских, которых еще мы не пробовали на других объектах, и они были для всех вновь, и мы общими усилиями, нам удалось их применить в интерьере. И второй наш партнер, компания Didi Home, они выполнили всю столярную работу на этом проекте, и был такой случай, что первая бригада строителей сделали немножко неровные стены, мягко так скажем. И вот эту неровность стены мы обыграли дополнительным декоративным элементом, который стал украшением. То есть мы из недостатка сделали достоинство. И в этом случае своевременная команда быстрого реагирования мебельной фабрики, она отработала просто на все 100. Поэтому вот коллаборация с этими двумя компаниями дала такой прекрасный результат. Основной отправной точкой было жилище современного номада, так скажем. Мы сразу выбрали такую нейтральную, песочную, степную цветовую гамму, которая очень четко вписана в наш код. Она прослеживается в разных материалах, в текстурах, в покрытиях, в мебели, в освещении. Например, латунные светильники или элементы декора, которые здесь присутствуют, они дают отсылку на отголоски каких-то сакских украшений, выполненных из латуни. А дерево, которое очень в большом количестве использовано в этой квартире, помимо функциональности и уюта, несет тоже отсылку к первоистокам, потому что дерево – это такой природный элемент, который всегда человека спасает, который дает воздух, который дает тень, который дает тепло. Плавные линии с собой несут и эстетику, и функциональность, и в то же время опять отсылку к стилю номадов, потому что это очень завуалированная интерпретация, такой реверанс в сторону юрты. На каждом объекте мы стараемся украсить помещение настоящими арт-объектами. И мы сделали 2 панно, как казахский инь-янь. В одном панно собраны женские старинные украшения, а в другом панно фрагмент мужского ремня. Там, где женское панно, мы еще добавили старинный браслет бабушки или даже прабабушки, по-моему, нашей заказчицы. Вот. И это и дает особую энергетику этому арт-объекту. Мужской ремень несет в себе силу мужского рода, а женские украшения, они дают плодородие, оберег, защиту и женскую силу. Получился не буквальный, но такой очень интересный, национальный, колоритный арт-объект. На сегодняшний день роскошный интерьер, премиальный интерьер – это про натуральные материалы, это про стиль, это про индивидуальность и интеллект. И что по-настоящему изысканный интерьер должен воплощать обязательно эти составляющие части. Самое главное, что наши клиенты в нем действительно получают наслаждение, и каждый уголок этого дома, он соответствует требованиям их стиля жизни.